более 10 лет назад, я точно даже не помню, я был председателем общественной организации «Абаза». Это было ближе ко второй половине дня. Позвонил мне председатель совета старейшин Абазин Хуранов Алексей Адамович, был такой очень известный общественный деятель. Он позвонил мне и говорит: Мухаддин, пожалуйста, подъезжай. Здесь и Рауф Мусович, здесь и Тлябичев Анатолий. Мы, говорит, собрались на даче у Тлябичевых. Приехал к нам гость из Питера с очень интересными, как говорится, мыслями и предложениями. Мы хотели, чтобы ты тоже присутствовал. Это был Муса Хабалевич Ирдеков. Хуранов Алексей Адамович встал и сказал: вот приехал, знакомьтесь, Эксеков Муса Хабалевич. Приехал с очень интересными такими предложениями, мыслями. Значит, он известный в Питере бизнесмен, у него свой большой бизнес. Помимо этого он занимается меценатством. Есть предложение, идея. Если, как говорится, давайте его выслушаем. Он встал, довольно-таки в сжатой, краткой форме он сказал, что у него есть сейчас такая возможность внести свой вклад, личный вклад в сохранение и развитие абазинского языка. Он сказал, что эта проблема его очень волнует, что есть, как говорится, системный план действия уже набросан. Единственное, нужна будет ваша поддержка здесь, на начальном этапе, общественная поддержка. Я потом осознал, что так корректно, аккуратно он, как говорится, вошел в среду общественно-политической деятельности. Он изложил там все позиции. Это касается и образования, это касается медицины, это касается спорта, это касается вообще всех сфер деятельности. Все это вкратце рассказал. Но мне понравилось, что в этом, что основой всего является это такое логичное духовное сочетание физических и умственных, как говорится, способностей людей. Самый основной вопрос, чтобы, как говорится, не только сохраниться, но и как-то поднять. Но мы всегда мечтали, всегда завидовали другим народам, говорили: вот у них, у черкесов, допустим, у адыгов есть вот такие меценаты, у карачаевцев есть такие меценаты, а вот нам бы Бог бы дал бы. Прямо просили, это, как говорится, не сочиняя. Мы говорили об этом на заседаниях Национального совета, женщины высказывали, я помню. Ну, естественно, сразу после его выступления комментарии дали старейшины, там, мы приветствуем, мы хотим, мы поддержим. Самый интересный момент, где-то через какое-то определенное время, через час, старейшина объявил перерыв. Ну, все, кто курит, там, это, вышли туда куда-то на балкон, ушли, а за столом остались, я не курю, он тоже, еще третий кто-то был. Втроем сидим, я говорю ему: Муса Хабалевич, может наступить такой момент, вдруг наступить может такой момент, когда вы разочаруетесь в наших действиях, все пойдет не так, как вы задумали. Что вы будете делать? Первое, что он сказал, Мухаддин, говорит, вот эта идея, все то, о чем я говорил, это не просто мое, как говорится, мое желание, это оттуда пришло, говорит, мне сверху. Не спасал Всевышний, говорит. Потом он сделал паузу, это еще больше всего меня вообще там удивило. Он говорит: даже если я останусь один, я пойду дальше. Это вот его слова были. И он действительно, вот этот период его деятельности, то, что открыли отделение Алашара, огромная работа, это о нем можно говорить и в плане работы в школах, в детских садах, издания книг. За все время, наверное, существования советской власти не было столько издано, это касается и учебной, и научной, и исторической литературы. Финансовая поддержка тоже, как говорится, один из таких обязательных критериев, чтобы иметь возможность решать все эти проблемы. Я не говорю уже там направления, связанные со спортом.
Я не говорю о благоустройстве аулов, я не говорю о той помощи, которую он оказывал отдельным, как говорится, малообеспеченным семьям. Их много, даже об этом нигде не писали. Это касается точно такие же действия были у него в Абхазии. На сегодняшний день около, я не помню, около 30, 28 или школах, а может быть уже и больше, находится под его опекой секции вольной борьбы. Это не просто название, он финансирует, субсидирует. Точно так же и здесь, в его родном ауле, построен вот этот огромный спортивный корпус. На Северном Кавказе, в принципе, нет такого уникального спортивного сооружения, которое он построил там. И все это говорит о чем? Можно многое перечислять. О том, что это человек очень серьезный, обаятельный, человек добрейшей души, но горит, как и у всякого абазина, темпераментный такой, сам по себе. Одна из его черт, которая мне нравится, он сам по себе иногда бывает резкий, когда вот обсуждали мы разные проблемы, все это по отношению к старшему никогда не повышал ни голоса, ни своими, как говорится, действиями. Он очень уважительно относился ко всем старшим. Вот это его никакого чувства надменности, никакого. Он очень скромно себя ведет вот в этом плане. Тоже немаловажно. Мне вот скоро будет 75 лет, 16 сентября. Поэтому я намного старше его. Я думаю, что все это замечали, с кем он общался. С ним очень много, можно долго беседовать, разговаривать на различные темы. Ну а вот все, о чем я говорил, все это реализовалось и реализовывается через Ал-Ашара. У нас прекрасная молодежь, у нас очень много талантливых молодых людей по всем направлениям. Мы старше немножко виноваты. Раньше, я помню, при каждом удобном случае старшие всегда говорили о наших обычаях, традициях, чтобы мы придерживались. Все до мелочей раскладывали. А сейчас мы, старшие, практически, понятно, урбанизация, компьютеризация, телефонизация отторгнула огромную часть молодежи и отторгает совсем в другое русло. И очень сложно в этих условиях работать. Но Муса Хабалевич и его команда, и мы все идем мы по правильному пути, и я думаю, что результаты уже есть. Идти надо дальше. Работа огромная, сложная. Ему огромное спасибо. Мы все время говорим, и каждый в мыслях, я, например, говорю, дай Бог здоровья. Здоровья, чтобы он очень долгие годы здравствовал. И мы очень рады, что Всевышний нам прислал этого человека. В первую очередь, это вот работники самого отделения Ал-Ашара являются проводниками всех идей. Это огромная, большая, интересная работа. От этой команды очень многое зависит. Я имею в виду подбор и расстановку вот этих кадров. Все остальные общественные организации, конечно, таких возможностей не имеют, как имеет Ал-Ашара. Не имеют. Надо открыто и честно сказать. Вся надежда в основном на Ал-Ашара, потому что здесь, как говорится, совсем другая ситуация. Муса Хабалевич – человек достойнейший, чтобы я лично ему пожелаю, чтобы долгие года он здравствовал, видел счастье своих детей, внуков, правнуков, чтобы мы, как говорится, соратники все стараются тоже, каждый по своей, как говорится, по своим возможностям помочь, внести небольшой вклад в этом направлении, которое дал Муса Хабалевич. Все, что он, как говорится,
сделал, делает и будет делать, вернулось ему огромным счастьем для, как говорится, его родных, близких.